Доступная среда, тьюторство, места в образовательных учреждениях и вопрос принятия обществом детей с ограниченными возможностями. В Коми прошла 5-я конференция «Инклюзивное образование. Опыт взаимодействия. Проблемы». 7 площадок работали параллельно: школьное образование, трудоустройство, дополнительные секции, обмен педагогическим опытом. Александра Головина выслушала экспертов. У Коми большой опыт в организации инклюзии, обучения детей с особыми потребностями. И такая система, отмечают эксперты, есть далеко не во всех регионах страны. Но республика должна двигаться дальше. 5-я конференция как итог за 2 последних года. Ну и, конечно, планы на будущее. Работы впереди еще много. Инклюзивный театр «Радость моя» один на всю республику для людей с ограничениями по здоровью. Сегодня на сцене 17 артистов труппы. Полноценных и полноправных, несмотря ни на какие «но». Синдром Дауна, слепота, инвалидная коляска. Самому младшему участнику коллектива 13, самому старшему 41. Здесь не говорят про болезни и особенности. Здесь делают, творят и живут. В этом и есть сила, развития и жизнь. Трудно работать, наверное, в целом, то есть это и родители, и социум, то есть сложно, все общее сложно. С ребятами нет. С ребятами интересно, потому что они развиваются, и ты видишь, как их растет, как они растут. Вот маленький ребенок, да, пошел, о, здорово, начал ходить, да, там ребенок заговорил. Вот у меня точно так же, такая же радость почти на каждом занятии. Вы не представляете, как ребята растут. Вот нашему театру 10 лет, представляете, юбилей. Вот, и за 10 лет они так выросли, они прямо стали профессионально работать. Мне очень легко с ними, уже стало сценически. Они понимают меня с полуслова. Театр – проекция инклюзивной отрасли Коми, становление, развитие, воспитание, дисциплина и много всего другого. Для минимального результата просто необходима колоссальная работа. И такая в Коми есть. Опыт складывался непросто, длительно, и этот период у нас начался с 2006 года. Наверное, впервые мы об этом заговорили на территории республики, в том числе и делегация от Ухты и республики Коми тогда выехала в Англию для того, чтобы изучить опыт, который имеется в целом за рубежом. Потом мы посмотрели, как этот опыт можно адаптировать в республике, в школах, детских садах уже в городе Ухте. И мы реализовали несколько моделей: от интеграции до частичной инклюзии, до уже инклюзивной модели. Сегодня на территории Ухты в инклюзивную модель включены все дети с инвалидностью, то есть для всех. Есть места в образовательных учреждениях города. Сад для воспитанников с глубокими заболеваниями открыт в прошлом году, на очереди 1-й класс на базе 104-го компенсирующего сада. Ухтинский опыт в некотором роде показательный для всей республики. Впрочем, и в других районах по этой части работа ведется активно. У нас есть такие, может быть, новшества, которых нет в других регионах. У нас есть свои региональные, муниципальные реестры детей с инвалидностью, имеющих особые образовательные потребности. У нас есть своя республиканская программа, дополнительный перечень технических средств реабилитации, что позволяет приобретать оборудование для обучения детей, особых детей. Среда становится действительно доступнее. Федеральная и региональная программы долгое время работали в Коми, но ряд сложностей по-прежнему остается. Например, по части сопровождения. На каждом этапе, будь то детский сад, школа, университет или секция, нужно быть мобильным, передвигаться. Без помощника детям с ограниченными возможностями просто не обойтись. Институт развития образования готовит тьюторов и ассистентов. Всего в регионе таких 50 человек. Мы отмечаем положительную тенденцию принятия инклюзивного образования в обществе. Все-таки, если даже смотреть по цифрам, ежегодно количество деток с инвалидностью, которые включены в процесс образования, их больше. Это значит, что и в первую очередь сами педагоги готовы работать. Все-таки у нас созданы условия для их профессионального развития. Они готовы. Детские коллективы, родительские коллективы готовы принимать таких детей. То есть не просто, но опыт положительно формируется. Поддержка нужна не только самим детям, хотя им в особенности, но и педагогам и родителям. И это тоже очень важный вопрос. Профессионалы, органы власти, представители сферы образования за этим здесь и собрались. Разобрать проблемы буквально по косточкам. Ставка на взаимодействие. Ведь это и опыт, и знания, и ресурсы. Это должно помочь в исполнении главной цели – созданию республиканской программы инклюзивного образования. Александра Головина, Алексей Прошуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.